Пока один клиент Почты Молдовы рассчитывается за коммунальные услуги или получает какую-либо социальную выплату, люди, стоящие за ним, терпеливо ждут своей очереди. После того, как с 1 сентября все соцвыплаты, которые ранее выдавались через Банк Диэкономии, были переведены на почту, поток клиентов увеличился в несколько раз. Несмотря на это, по словам басарабчан, операторам удается обслуживать их качественно и быстро. Я всегда прихожу и очень быстро получаю пенсию и социальную помощь. Не знаю, может, я попадаю в такой день, но вот я сегодня пришла, очень много людей. На почту постоянно плачу, и смотря сколько у меня вот лично одна квитанция, у остальных там по несколько квитанций уже больше задерживаются. Качественно. Девчонки работают действительно очень хорошо, но я считаю, что условия должны быть лучше. Это не почта, где вообще никаких условий нет ни как для сотрудников, ни как для клиентов. Как отметила директор узла почтовой связи филиала государственного предприятия «Почта Молдовы» Надежда Топала, после закрытия 3 банков штат учреждения был увеличен. Сейчас в почтовых отделениях района Басарабяска не хватает 5 операторов. В Басарабяском почтовом отделении номер 2 должно быть 3 штатные единицы. Работают только 2. Нам нужен сюда 1 оператор. Еще одно отделение почты города также нуждается в операторе. Требуются люди и в Абаклию, и в Башкалию, и Садаклию. Но найти работников мы не можем. Причина в том, что объем работ большой, а зарплата по сравнению с банками маленькая. Оператор получает до 2000 леев. Чтобы избежать больших очередей, отделения почты работают 6 дней в неделю, с 8 утра и до 5 часов вечера. Исключением является только суббота. Этот день у сотрудников почты укороченный. Мы делаем все возможное, обеспечиваем отделение дополнительной техникой, пытаемся найти недостающих операторов, чтобы нашим клиентам было комфортно и чтобы из почты они выходили с улыбкой на лице. Напомним, сейчас Почта Молдовы выдает все виды пенсий, социальные пособия, ежемесячные пособия, пособия по материнству, единовременное пособие по беременности и родам, пособия на погребение, государственную финансовую помощь, социальные пособия для безработных и соцпомощь.